Эй, брат, ты знал, что самый длинный эпос в мире это кыргызский? Да не «Властелин конец», а не Гарри Поттер, а наш эпос Манас. Если бы Джоан Роллинг попробовала переписать Манас, она бы через неделю сказала: «Эй, я пас». Для нашего героя не важно было, с кем воевать. Ради своего единства народа. Джунгары, китайцы, калмыки, даже устрашающие великанов ему были не страшны. Сегодня разберем, почему Манас это не просто легенда, а самое мощное произведение человечества. И почему кыргызам можно смело сказать: да, это наше, это гениально. Эпос Манас появился не вчера, ему, внимание, больше 1000 лет. Это история великого богатыря Манаса, который объединил кыргызов, защищал землю и наводил страх на врагов. И все это без Твиттера, без Wi-Fi, даже без ТикТока. Серьезно, люди рассказывали это эпос устно, без записей, передавали из поколения в поколение. Представьте, один монашчик рассказывает 10 часов подряд и не сбивается ни разу. Вот это память, вот это сила духа. Масштаб эпос Манаса, от которого кружится голова. Ну, а теперь держитесь за стул. У Манаса больше 500 тысяч строк. Это как 10 Илиад Гомера и еще бонусный трек от кыргызов сверху. Чтобы просто прочитать Манас вслух, нужно примерно 3 недели без сна. И знаете, что круто? Каждый монашчик рассказывает чуть по-своему. Это как рэп-баттл, только духовный и эпический. Один добавляет детали, другой делает битву эпичной, и все это живет веками. Герой, который уважает веками. Манас не просто воин, он символ единства кыргызов. Он не искал славы, не был тиктокером, он просто хотел, чтобы кыргыз был кыргызом. Его образ — это как Супермен, Чингисхан и Алмазбек Баатыр в одном лице. В эпосе он борется не только с врагами, но и за справедливость, честь и семью. А его жена Каникей — настоящая королева, умная, мудрая, всегда рядом. Вот кому надо ставить памятник рядом с ним. А теперь про тех, кто все это сохраняет. Это монашчи. Это люди, которые помнят все эпос, без бумажки, без телесуфлера. Монашчи — это живые легенды. Они выступают на праздниках, на фестивалях и в школах. Когда монашчи начинает говорить, кажется, что воздух вокруг становится плотнее, а дух предков рядом. Даже современные молодые монашчи делают это круто, с энергией, харизмой и с уважением. А у нас рэперы читают про машины, а монашчи — про истории и честь народа. Кто круче, сами решайте. Почему Манас — гордость кыргызов? Манас — это не просто слово, это код нации. Когда ты слышишь это имя, внутри просыпается что-то древнее, как будто кровь начинает бурлить, и хочется сесть на коня и крикнуть за Манаса. Этот эпос как мост между прошлым и будущим, и пока есть люди, которые помнят Манас, есть и дух Кыргызстана. Так что, брат, в следующий раз, когда кто-то спросит, что великого сделали кыргызы, просто скажи одно слово — Манас. И добавь с улыбкой, а вы попробуйте запомнить 500 000 строка. Потом поговорим. Подпишись, если гордишься тем, что ты кыргыз.